Можно начинать, да? Так, уважаемые участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву, добрый день. Я вас приветствую. Я Усипова Людмила Валентиновна. Я была председателем жюри данной олимпиады. Мы проверяли ваши работы, оценивали ваши работы. Я хочу обратить внимание вот на что. Задания к Олимпиаде были достаточно сложными. Мне, как преподавателю университета, некоторые вопросы показались очень сложными. Но вот, тем не менее, они у вас были в вашем задании, несмотря на то, что в рамках школьной программы право не изучается. Может быть, есть какие-то вопросы, которые рассматриваются в рамках обществознания, но я полагаю, что данных рассмотрений, конечно же, недостаточно. Еще раз говорю, задания были очень сложные. Даже если вы смогли выполнить 1, 2, 3 задания, я считаю, вы уже умнички. У нас в Олимпиаде участвовали участники, вернее, даже школьники 9 класса, 10 класса, 11 класса. Хочу сказать, что 10 класс показал более высокий результат, чем учащиеся 9 класса и учащегося 11 класса. Я не могу для себя найти объяснения, но, по-видимому, может быть, подготовка была немножечко получше. Хотя, еще раз говорю, в рамках школьной программы право у нас не изучается. Но у вас задания были сформулированы даже не сколько по праву, а сколько по отраслевому законодательству. Очень узкие вопросы. Более того, некоторые вопросы были связаны даже не сколько с нормой права, сколько опирались на судебную практику. Но мне представляется, это вообще очень сложно, учитывая, что судебная практика у нас меняется достаточно часто, и позиция судов не является единообразной. Но вот тем не менее. Я думаю, что вы все получили ответы, вернее, вы получили свои работы, и в ваших работах вы можете обратить, мы когда с Ольгой Святославовной проверяли, возле каждого задания стоят какие-то там нолики, двоечки, троечки, либо там какой-то общий подсчет вопросов. Давайте вначале я обозначу, как у нас ответы оценивались. Вот первый блок заданий шел, вам необходимо было выбрать несколько правильных вариантов ответов. И предлагались какие-то варианты, которые вы должны были выбрать. Так вот, данные задания, когда вы выбирали правильные ответы, они оценивались максимально 2 балла. Половинчатость не допускалась. То есть, если, предположим, ответ был А, Б, В, Г, а вы ответили А, Б, то это оценивалось как 0. Должны были указать все правильные буквы. Там, где вы выбирали правильные ответы, максимальный балл был 2. Если вы посмотрите свои работы, которые вам разослали, то вы увидите, у кого-то стоит нулик, либо у кого-то стоит 2. То есть 2 – это максимально, что можно было заработать за это задание. Следующие задания вам необходимо было решить. Нет, пока не решить. Вам необходимо было установить соответствие. Установление соответствия тоже максимальный балл 2 балла. Хочу сказать, что вот установление соответствия, как оказалось, самое сложное, как для учащихся 9 класса, 10 и 11 класса. Но некоторые соответствия, я еще раз говорю, очень сложные, очень узкие, касающиеся отраслевого законодательства. Так, следующая группа заданий была связана с решением задач. Когда вам давалась какая-то ситуация, и необходимо было разрешить эту ситуацию. При этом давалось несколько вариантов ответов. Вот задачи оценивались в самое высокое количество баллов, это максимальное 3 балла. Причем я хочу сказать, несмотря на то, что данное задание решения задач оценивалось в максимальное количество 3 балла, вот с этими задачами справились многие. Многие решали задачи правильно. Может быть, это связано с тем, что какая-то определенная жизненная ситуация была в задачах, и уже под эту жизненную ситуацию вам олимпиадное задание давало какие-то вариации ответов. Еще раз говорю, вот решение задач сложно для всех участников. И 9 класса, и 10 класса, и 11 класса не оказалось. Многие задачи решены правильно. Так, следующий блок у нас, который был в олимпиадном задании. Сейчас, секундочку, я открою. Так, он оценивался следующим образом.
Вот это было у нас 26-е задание, предположим, 25-е задание, причем независимо от того, 9, 10, 11 класс. Необходимо было вставить в пробелы, с вашей точки зрения, правильные слова, либо словосочетания. И в данном случае, вот если, предположим, было пробелов 6 штук, нужно было вставить 6 слов и 6 словосочетаний, то каждая правильно оценивалась в 1 балл. И поэтому у себя в ваших заданиях вы можете увидеть, когда там стоит циферка, предположим, 1, 1, 1, и потом суммируется. Ну, в итоге там 3. Либо 1, 1, 1, 1, там суммируется 4, либо по нулям. Вот в данном случае каждый правильный ответ оценивался в 1 балл. Так, это у нас были задания 25, 26, 27 задание. Теперь следующее. Никто не решил чайн-ворд. Знаете, что я подозреваю, что его не решили. Знаете почему? Потому что у него вот этот принцип улитки, и даже здесь вам был предложен вариант для образца, этот принцип улитки, наверное, оказался сложным. Не решили вы этот кроссворд, ну, в данном случае он называется чайн-ворд, хотя сами по себе вопросы для него не были достаточно сложными, хотя некоторые какие-то и сложные, некоторые вообще никто не сделал, а кто-то вот сделал, ну, может быть, 3-4 правильных вопроса. Ну, вот этот тест тоже, вернее, не тест, а кроссворд оказался сложным. Ну и последнее было у вас: установите правильность или ошибочность суждения о праве. Я хочу сказать, что это задание было сделано, ну, многими верно. Не вызвало сложности, может быть, потому что сформулировано не очень сложно, понятно, и четко возникает представление, что нужно сделать. Может быть, просто вопросы оказались не очень сложными. Это что касается вариантов оценивания ваших работ. Ну и теперь давайте, наверное, нужно нам с вами посмотреть, хотя еще раз, вот мне сказали, что нужно разобрать эти задания с вами, ну, кое-какие-то там задания разобрать, посмотреть. Вы знаете, если честно сказать, я даже не представляю, как это можно разбирать. Вот, предположим, задачу по гражданскому праву, связанную с заемными отношениями. И я, если честно сказать, побоялась бы, наверное, с нашими студентами бы разбирать. Нет, я обманываю, не побоялась бы. Но у них есть основа. Они изучают гражданское право, они изучают обязательственные договорные правоотношения. Они знают, у них есть база, у них есть основа. У них есть общее представление об общих нормах. А у школьников гражданский кодекс, общая часть, особенная часть. Ну, я не знаю, как, предположим, можно с вами это обсуждать. Хотя представляю, понимаю, что если вы каким-то образом задачи эти решали, а я еще раз обращаю внимание, что в целом задачи решены неплохо, ну, наверное, какое-то у вас представление есть. Ну, вот давайте, наверное, с первого блока заданий, ну, вот 10 класс беру. 7 задание. Согласно действующему трудовому кодексу, продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника, и пошли варианты ответов. Ну, здесь вариант идет Б, В, 4 часа в течение 2 дней подряд, и буковка В, 120 часов в год. Но я хочу сказать, что это в чистом виде конкретная норма права, которую просто надо знать. И, с другой стороны, вам на Олимпиаде пользоваться ничем нельзя. Но я вот, например, не всегда сторонница того, чтобы что-то наизусть помнить. Учитывая, что у нас норма права меняется периодически, правоприменение у нас меняется. С моей точки зрения, главное иметь понимание права, то есть знать систему права. А вот с моей точки зрения тест как раз на это не построен. Он построен для выявления какого-то узкого, даже не блока материала, а вот какого-то узенького конкретного материала. Ну, в частности, вот я пример вам привела. Тут конкретная норма права, просто ее нужно знать, но знание Трудового кодекса – это третий курс юридического института или 2-й курс. Ну, вы-то школьники. Ну, вот это что касается, предположим, этого задания. Теперь дальше.
Все этот же блок, когда нужно выбрать по какому-то заданию правильные варианты. Вот меня, например, тоже вот этот вопрос очень не то что удивил, но это, с моей точки зрения, для школьников очень сложный вопрос. Ну вот смотрите, 12-е задание. Установите соответствие между судьями различных звеньев судебной системы и требованиями, предъявляемыми на эти должности в соответствии с законодательством о судоустройстве Российской Федерации. Это вообще у нас специальное законодательство, которая регулирует у нас деятельность судебной системы. И пошли варианты. Предположим, мировой суд, даются разные судьи разного уровня. Мировой судья, районный, арбитражный, Верховный суд, судья апелляционного суда РФ, судья Верховного суда РФ, судья Конституционного суда РФ. И пошли те критерии, возрастные критерии, либо критерии, связанные со стажем работы, которые вы должны правильно распределить. Тоже, мне кажется, достаточно для вас должно быть сложновато. Но вот я говорю, что вот с этими заданиями, там, где надо было расставить, выбрать правильный ответ, не очень много кто справился. Но я еще раз говорю, это очень сложно. С моей точки это очень сложно. Мало того, что здесь у вас вопросы строятся по отраслевому законодательству, по процессуальному законодательству, у вас еще вопросы касаются вообще устройства, судоустройства. Судей разных звеньев. Теперь дальше. Вот то же самое касается, 13. Установите соответствие между субъектами административной ответственности и видами административных наказаний, которые могут назначаться данным субъектом в соответствии с законодательством об административных правонарушениях. И понятно, у нас два субъекта – физлица, юрлица. И пошли виды наказаний, которые могут быть вообще предусмотрены у нас Кодексом об административных правонарушениях, и вы должны их раскидать для физлица и юрлица. Но, опять же, это в чистом виде отраслевое законодательство, но это у нас 3-й курс юридического института. Сложное. Теперь, первый блок, вот этот я, наверное, больше трогать и не буду. Еще раз говорю, по задачам. С задачами вы справились. Давайте, например, задачи из гражданского права. Есть у нас два физических лица, есть заемщик, есть взаимодавец. Взаимодавец дал заемщику, тут 1 000 000 рублей у нас, но долг не отдавал. И его долг отдал третье лицо по фамилии Манилов. И потом Манилов стал требовать отданный долг с заемщика. А заемщик сказал: ты исполнил обязательства, все, обязательство прекращено, ничего тебе отдавать не собираюсь. И этот Манилов, который расплатился за заемщика, идет в суд и просит взыскать этот 1 000 000 заемщика. Суд в удовлетворении исковых требований отказывает. И идут вариации различных ответов. Причем здесь идет 4 варианта ответов. С моей бы точки зрения, наверное, правильнее было бы сформулировать так: да, правильно, нет, неправильно. Но здесь очень интересная формулировка идет: да, правильно, и пошли разные вариации этого да, правильно. Нет, неправильно, и пошли разные вариации с нет, неправильно. Причем нет, неправильно пошла ссылка на 24 главу. Это перемена лиц в обязательстве, это у нас и уступка права, это замена должника в обязательстве и передача договора. Но это в чистом виде у нас Гражданский кодекс. Я не знаю, знакомы ли учащимся 9, 10, 11 класса отношения по Гражданскому кодексу, которые у нас регулируют перемену лиц в обязательстве, для того, чтобы правильно ответить на эти задания, на эти задачи. Но я еще раз говорю, задачи решены вами и 9 класс, и 10 класс, и 11 класс, относительно правильно, относительно правильно. По трудовым вопросам то же самое. Есть некая уборщица, которая отказывается от подписания нового трудового договора в связи с тем, что происходит реорганизация данного юрлица, с которым она состоит в трудовых отношениях. За то, что она отказалась подписать трудовой договор, ее увольняют. И идут вопросы: да, нет, да, нет. Причем, еще раз говорю, да,
предполагает несколько вариантов ответов, и нет предполагает несколько вариантов ответов. Ну, конечно, здесь увольнение является неправомерным, потому что реорганизация юридического лица никак не влияет на договорные отношения. Но вот, тем не менее, вот эту, по-моему, 19-ю задачу, по-моему, только несколько человек сделали правильно, но опять же, это специфика конкретного отраслевого законодательства. Но это вот что касается задач. Задачи были и по уголовному праву, по гражданскому праву, по трудовому праву. Еще раз говорю, задачи многие сделали правильно, поняли, в чем суть дела. Ну, может быть, это все равно же вы готовились к Олимпиаде, смотрели, читали, какое-то представление у вас сложилось. Вот следующее задание, когда вам надо было прочитать определенную цитату, изучить ее, и в этой цитате были пропуски. Ну вот в данном случае у меня 10 класс, это 25-е задание. Пропуски, вот здесь вот 6 пропусков. Вы читаете эту текстовку, она почти что на всю страницу, и эти пропуски вы должны заполнить. Я хочу сказать, что нет ни одного человека, который сделал бы эти задания правильно. Частично да, но они и оценивались, вот эти 6 пропусков, каждый из них оценивался по 1 баллу. Есть, да, 2 балла, 3 балла, но чтобы целиком получить 6 баллов, за эти 6 пропусков не было ни одного задания выполненного. То же самое касается 26-го, 27-го то же самое. Нужно было тоже изучить цитату и вставить там фразы, либо какие-то словосочетания. Так, ну вот... Следующее, что касается у нас кроссворда, я по старинке называю кроссворд, здесь он называется чайнворд. Принцип улитка – это когда надо раскручивать. Ну вот, я еще раз говорю, я подозреваю, что вы просто не разобрались в этой улитке, потому что когда мы с Ольгой Святославной готовили, проверяли ваше задание, мы сами долго разбирались, в чем принцип этой улитки, если честно сказать. Ну вот, по крайней мере, я не могла понять, как тут эта улитка работает. Потом уже разобрались. Может быть, вам было сложновато. Вопросы не все там были сложные. Ну и самое простенькое для всех, для учащихся 9 класса, 10 класса, 11 оказалось последнее задание, когда надо было оценить правильность или ошибочность суждения о чем-то. Ну вот пример. Общим для всех отраслей российского права является принцип презумпции вины. Да, конечно, нет. Тут вы отвечаете «нет, неверно». И, естественно, каждая оценивалась по 1 баллу. Не везде у нас действует принцип в праве презумпция вины. В гражданском праве, наоборот, действует принцип презумпция невиновности. Так, теперь дальше. Ну вот дальше, вот смотрите, здесь, кстати, здесь вопросы у нас приобретения гражданства по праву рождения в теории права именуются филиации. Здесь 5-й вопрос, верно, неверно, да, неверно. Ну вот, например, этот вопрос, мне кажется, очень сложный. Но тоже тут у нас международное частное право. Потом идет у нас УПК, тоже у нас процесс, уголовный процесс. Но вот тем не менее, вот это последнее задание, там где да, нет, вам надо было выбрать, вы выбрали. Но вот с ним как-то более или менее вы справились. Так, ну я еще раз говорю, общее впечатление у меня очень хорошее. Вопросы очень сложные, очень узкие. Я бы, знаете, наверное, так сформулировала, они не базовые вопросы. Они... вот с моей точки зрения не показывают понимание права. Я всегда студентам говорю, что норму права всегда можно посмотреть в кодексе. Главное, чтобы когда вы закончили университет, у вас было понимание права. Понимание его сущности, основы, чтобы система была. А посмотреть трудовой кодекс и посмотреть, сколько сверхурочная работа, ну, это в любое время можно сделать. От этого у вас не возникнет непонимания, либо понимания права. Еще раз говорю, общее впечатление у меня очень хорошее. Не знаю, кто у вас, кто в этом году делал 9 класс, писал 10 класс, будете ли вы на следующий год делать. Но вот я в том году тоже была председателем жюри. Принцип
формирования вопросов примерно одинаковые. Единственное, в том году немножечко оценивались вопросы посложнее. Там допускалась половинчатость оценивания. То есть мы должны были, если вопрос был наполовину решен, мы должны были наполовину его оценивать. Сейчас либо да, и оценка полная, либо нет, либо частично, оценка все равно тогда будет нулевая. Сейчас в этот раз немножко попроще. Ну вот я думаю, что, может быть, из вас, кто был 9-10 класс, будет участвовать и на следующий год. Желаю вам, естественно, успехов. Участникам 11 класса я желаю тоже вам успехов. И подозреваю, коль вы заявились на эту олимпиаду, то вы предполагаете свою судьбу связать с юриспруденцией. Ну и, конечно же, я вас приглашаю в наш университет. Так, на этом, наверное, все. Если у вас есть вопросы какие-то, то вопросы пишутся у нас, да? Или задаются? Пишутся, да? Да. Если есть какие-то вопросы, вы, пожалуйста, пишите, я постараюсь на них ответить.